алейкум, хайрлах шамлар, витаю в эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационную программу «Бугунь». В студии работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 40 минут в эфире будем говорить и обсуждать самые актуальные новости и темы, которые появились в информационной повестке дня. А говорить в этом блоке будем с народным депутатом Украины от фракции «Слуга народа» Олексієм Мовчаном. Олексій, витаю вас. Чуєте мене? Так, добрый вечер. Доброго вечера. Давайте начнем со следующего информационного сообщения. В Парламентской ассамблее Совета Европы объявили результаты подсчета голосов по избранию Петра Толстого вице-президентом ПАСЕ по квоте Российской Федерации. Во втором туре выборов за утверждение Толстого на посту проголосовали 132 делегата Парламентской ассамблеи, еще 117 отдали голоса против него. Свою оценку избранию Толстого дал член украинской делегации Алексей Гончаренко. Давайте его послушаем. Всем привет! Я продолжаю работать в Страсбурге. Ну что, новости у нас сложные, неприятные. Вчера Толстого все-таки с третьей попытки. Мы ему не дали ни в первой, ни во второй попытке стать вице-президентом ПАСЕ. Но с третьей попытки он им стал. С очень небольшим отрывом, но все-таки стал. Единственное, мне кажется, тут некоторые делегаты ПАСЕ думали, что голосуют за Льва Толстого, миротворца и человеколюба. Ну а все-таки проголосовали за Петра Толстого, путинского пропагандиста и негодяя. Сегодня очень важный день. Сегодня будет два доклада о процедуре наложения санкций дополнительной. И, конечно, мы хотим, чтобы она была использована в первую очередь против России. И о полномочиях российской делегации. Итог, в общем-то, предсказуем. И российская делегация, очевидно, что будет здесь дальше работать. Но, как минимум, эти дебаты – это возможность для Украины напомнить и о Крыме, и о Донбассе, и о тысячах убитых украинцев. Вот такое вот сообщение с Парламентской ассамблеи Совета Европы. Вице-президентом назначен Толстой по квоте Российской Федерации. Как нам быть с этой новостью? Как ее воспринимать и как, собственно, его назначение может повлиять на дальнейшую нашу работу в Парламентской ассамблее? Ну, на самом деле, моя позиция такая, что никак, потому что нужно разобраться, как работает ПАРЕ, в первую очередь, да, то есть это что-то наподобие той модели, которая есть в Верховной Раде, когда существует одна погоджувальная рада, да, и в ней есть большое количество членов глав комитетов. И, собственно, также и в ПАРЕ есть делегации, которые делегируют своих представителей на позицию вице-президентов, и эти люди, Украина в том числе имеет своего вице-президента Александра Мерешко, собственно, они все являются вице-президентами. Наши в том числе депутаты блокировали возможность назначения одного из вице-президентов, да, то есть было бы не 20, а 19. И вот Алексей Гончаренко сказал, что с третьей попытки, да, все-таки переломили это. Но это же не просто назначение вице-президента какой-то страны, это назначение вице-президента из страны агрессора, в данном случае Российской Федерации. И, собственно, вот этот вот Петр Толстой, которого назначили на этот пост, его обвиняет и украинская сторона, говорит о его антисемитизме, да, и о его поведении, и о его пропагандистской деятельности по отношению к нашей стране, да, тут же все-таки более широко нужно рассматривать этот вопрос. И Европа вот голосует за это, и с такого человека, с такими взглядами ставит на эту должность. Как это нам воспринимать вообще? Я перейду на український. Насправді, да, не так критично його призначення загалом для ПАРЕ. Ми бачимо, що деякі делегації не відіграють карту проти Російської Федерації, да, десь там вони пішли на компроміси, коли повернули російську делегацію і надали їм членство знову і можливість бути членами ПАРЕ. Але це підтверджується, це є підтвердженням того, що все-таки існує російський тиск на європейський політикум, і його не можна відкидувати. В той же час голоси за конкретно цей кейс, да, за конкретно цю особу розділилися 132 на 117,
І це значить, що у України є дуже велика підтримка серед європейських парламентів. І тому ми маємо посилювати свої позиції, працювати. Я дуже, радію від того, що наша українська команда зараз робить в ПАРЄ, як сильно вони борються, як сильно вони відповідають на цей тиск Російської Федерації на європейців, тому що європейці зі своїми цінностями, зі своєю із боязні дискримінації будь-чого, вони трошки забули, що це є агресор, що це країна, яка анексувала Крим, яка продовжує агресію на сході України, і для них поняття недискримінація для декого із них стало важливішим, ніж поняття людських прав і свобод, які порушуються Російською Федерацією. І от задача нас, українців і наших союзників в ПАРЄ, переконати сьогодні є там більшість, ті 132 депутаты. Алексей, извините, я сейчас вас перебью, потому что сейчас появилась срочная новость. Парламентская ассамблея Совета Европы утвердили новый санкционный механизм. И с нами сейчас прямо из Страсбурга на прямой связи народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность», член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, расскажите нам о ходе голосования за новую санкционную процедуру. Мы проиграли? Проиграли скорее европейские ценности и здравый смысл. И, конечно же, это касается и Украины. С одной стороны, звучит как бы хорошо. Введена дополнительная санкционная процедура. Ее раньше не было. Но в реальности эта процедура выписана так, что реализовать ее невозможно. Невозможно. Мы, украинская делегация, подавали правки к ней, которые сделали бы ее реальной, и тогда это действительно был бы действенный механизм. К сожалению, эти правки были все отклонены, и ассамблея, часто ассамблея любит себя называть сторожевым псом демократии, прав человека и верховенства права. И сторожевой пес должен уметь и укусить. К сожалению, того, что превращается в ассамблею, может только полизать. И это такая собачка, просто домашняя комнатная собачка превращается. И, конечно, она не сможет защитить ни демократию, ни верховенство права, ни права человека. Алексей, а какие именно поправки мы подавали? И все ли поправки прошли, какие не прошли? А если не прошли, то почему? Я сказал, все поправки не прошли. Отклонены все поправки, которые подавала украинская делегация. Поправки, которые сделали бы этот механизм более реалистичным. А почему отказали? Уменьшить количество подписей для старта, итоговое голосование не 2/3 обычным большинством, и так далее. Все то, что сделало бы эту процедуру реальной для исполнения. А сейчас она сделана такой, что исполнить ее будет невозможно. Алексей, а расскажите нам популярно, обсуждая эту тему, многие говорят, что новая эта санкционная процедура практически делает невозможным наложение санкций на страну-агрессора, в данном случае мы говорим о Российской Федерации. А что именно, какова именно процедура? Я так понимаю, что она будет затянута на долгое количество времени, об этом вы говорили, а что еще? Во-первых, она действительно будет занимать чуть ли не год времени пройти по этой процедуре. Во-вторых, для того, чтобы эту процедуру инициировать, нужно собрать 120 подписей. А тут сейчас всего в зале сидело 150 человек, включая российскую делегацию. То есть, это практически нереально. Во-вторых, в-третьих, чтобы потом закончить эту процедуру, нужно будет проголосовать 2/3 голосов, что тоже очень сложно. В общем, это нереальная для исполнения процедура. Она де юре есть, а де факто ее нет. Если посмотреть на эту историю с этой стороны, сейчас за эту процедуру проголосовали европарламентарии, несмотря и не взяли в счет наши поправки украинской делегации. Новость появилась про назначение вице-президента Толстого на эту должность, и так далее. Стоит ли нам в дальнейшем вообще принимать участие, украинской делегации имеется в виду, в парламентской ассамблее Совета Европы, учитывая, что такая зрада идет со стороны европарламентариев? Нам может не нравиться эта Европа, но другой Европы нет. И если мы ее оставим, эту площадку, и здесь будет только Кремль, эта ситуация станет еще хуже. Они назовут
Донбасс гражданской войной, начнут легализовывать Крым, его аннексию и так далее, и так далее. Вот, например, сейчас будет доклад по российским полномочиям, и вот Крым, там будет упомянут, что Крым незаконно аннексирован, и Ассамблея подтверждает эту позицию. Это вот тоже поправка, которую удалось добиться. Ну, уже что-то. Вот ради таких вещей Украине нужно быть здесь. Ну, а рано или поздно маятник качнется в обратную сторону, и тогда мы сможем наступать. А пока хотя бы защитить то, что было, и не дать просто России использовать это в своей войне пропагандистской против Украины. Какова перспектива принятия вот следующего вот этого документа, этой резолюции с нашей поправкой? Ну, перспектива принятия высокая, но этот документ предусматривает позволить российской делегации тут находиться и работать. Поэтому я буду голосовать против нее. Но хотя бы удалось включить туда эту поправку. А документ этот, конечно, будет принят, в этом нет сомнений. Спасибо большое. Алексей Гончаренко, член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Украины, фракция «Европейская солидарность», был с нами на прямой связи по телефону. Алексей, вот приняли вот эту санкционную процедуру, которая практически делает невозможным наложение санкций на страну-агрессора в ПАСЕ. Услышали сейчас комментарии Алексея Гончарука. Что вы думаете по этому поводу? Гончаренко. Ну, я вважаю, що все ще треба залишатися на цьому майданчику, використовувати його. Я повністю підтримую слова Олексія. Це можливість тиснути, це можливість підтримувати наших союзників. Треба не забувати, що про проблеми України говорить не лише Україна, а ще пів Європи, які відчувають її. Тобто в один момент це зрушиться. Прийняли, дивіться, це там якась тимчасова їх перемога. От. Питання в тому, чи є у нас план зараз, ми маємо розробити його і впроваджувати по тому, щоб на наступній сесії все-таки відбити цю всю історію і захистити интересы Украины. Вот парламентская ассамблея Совета Европы, вот для нас нужна только как площадка, донесения правды, донесения действий Российской Федерации, ее агрессии, оккупации и так далее. Ведь ПАСЕ не влияет на введение экономических санкций против Российской Федерации. Только для этого, а для чего еще? Ну, по-перше, допоки в Криму і на Донбасі порушуються права людини Російською Федерацією, ми маємо їх захищати. І ПАРЕ – це те місце, де захищають права людини. Правда, не про економіку, а от про простих громадян, які регулярно піддаються пресингу з боку агресора. От і все. Тобто, це єдиний і найкращий мотив брати участь на цьому майданчику і працювати із європейськими країнами. Вот до вас у нас в эфире был народный депутат от фракции «Голос» Ярослав Юрчишин, и он сказал, что вот такие вот непозитивные результаты и ожидания голосования над теми или иными резолюциями в Парламентской ассамблее Совета Европы – это результат неподготовленности новой украинской делегации к вот этому зимнему заседанию. Вы согласны? Что не велись перед зимней сессией какие-то переговоры с европарламентариями, с представителями ПАСЕ и так далее? Я не можу погодитися або не погодитися. По-перше, мене там немає, і Ярослава так само. Ми не можемо говорити, чим займалася українська делегація. Те, що вони мають працювати, це, між іншим, їх перша поїздка нового скликання. Тому що попередню ми пропустили бо російська делегація там заявилася. Тобто, можливо, десь якісь помилки були допущені, десь недопрацювання. Так само є фактор молодої команди. Хто із сьогоднішніх членів ПАРЕ були членами в попередньому скликанні? Я не готовий зараз. Може, Гончаренко? Гончаренко, так. Власне. Тобто, не так багато. І власне, їм буде над чим працювати до наступної
сесії ПАРЕ, вони, я впевнений, зроблять роботу над помилками. Понятно. И уже выйдут с новыми месседжами. После возвращения в состав парламентской ассамблеи Совета Европы Россия выполнила ряд рекомендаций. Это подтвердил мониторинговый комитет организации. Об этом говорится уже в проекте резолюции ассамблеи. И теперь это открывает двери для снятия санкций Совета Европы с Россией. Давайте послушаем эту цитату. Проект був підготовлений у моніторинговому комітеті одним з ключових лобістів Росії у ПАРЄ – нідерландським лівим Тіні Коксом. Він пропонує уникнути накладання на Російську Федерацію будь-яких обмежень та стверджує, що Росія показала прогрес у виконанні вимог Парламентської асамблеї Ради Європи. Тіні Кокс також знайшов ознаки того, що Росія виправляє проблеми, через які вона перебувала під санкційним тиском. Він навів два таких приклади – обмін ув'язненими, включаючи повернення українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки, а також відновлення платежів Росії до бюджету Ради Європи. Регламентный комитет ПАСЕ уже вынес решение, согласно которому рекомендует восстановить полномочия делегации Российской Федерации в ПАСЕ в полной мере и в полном составе, учитывая делегатов, избранных на незаконных выборах в оккупированном Крыму, и сенаторов, поддержавших аннексию Крыма. Ну а вот заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица считает главу комитета и автора данного проекта резолюции, мягко говоря, предвзятым по отношению к Кремлю. Давайте послушаем Кислицу. Доручити хрещеному батьку безумовного повернення Росії в ПАРЄ, Коксу, підготовку доповіді про оскарження її повноважень – це навіть не смішно. Це черговий вищий рівень блюзнірства, якщо не збочення. Москва платить гроші, карати не можна. Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики, с нами сейчас на прямой связи по телефону. Илья, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Илья, как вам видится голосование в парламентской ассамблее Совета Европы? Учитывая, вот сейчас мы говорили с Алексеем Гончаруком, который нам сообщил, что парламентская ассамблея уже утвердила новый санкционный механизм, который фактически делает невозможным в дальнейшем наложение санкций на страну агрессора. Что теперь будет? Какова перспектива работы украинской делегации в парламентской ассамблее? Да, с моей точки зрения ничего страшного не будет. Пусть украинская делегация продолжает работать в ПАСЕ и спокойно отстаивать украинские интересы, обсуждая целый плеяду вопросов, которым на самом деле занимается Совет Европы. Эта организация является консультативным органом, которая принимает решения, не являющиеся обязующими, и вообще они серьезно не влияют на расклады ни политических, ни иных сил в Европе и в мире в принципе. Поэтому сильно переживать по поводу этого я бы не стал. То есть, неприятные символические голосования, которые в очередной раз просто показывают, что влияние и вес Украины пока что недостаточен для того, чтобы влиять на изменять интересы или позиции других игроков в нашу пользу. Но это уже вопрос к нашим, не только к нашей украинской делегации, вообще к нашему государству и всем государственным структурам по поводу того, что мы можем сделать, чтобы этот вес наш на международной арене усилить. Да? То есть как мы должны вести себя, чтобы нас, может быть, слушали охотнее, чем, например, Российскую Федерацию. Но вот почему именно сейчас такая, Илья, а почему сейчас именно такая тенденция? Потому что это ведь в последнее время вернули Российскую Федерацию в парламентскую ассамблею, вот сейчас проваливаются голосования, имеется в виду не в нашу пользу, и поправки, которые вводила украинская делегация, вот эту санкционную процедуру, ни одну из этих поправок не ввели, не проголосовали, и вот такая вот сейчас история. Почему именно сейчас? Ведь с 2015 года такого не было. Да нет, смотрите, вопрос возвращения российской делегации решался, начиная с начала 2016 года. Да, велись переговоры. но ее не возвращали.
Нет, так я имею в виду переговоры об этом, конкретно Турбьерном Ягландом, начались в 2016 году. Все это время там шли торги, там то Российская Федерация не хотела, то ее не хотели. В итоге согласились, когда вот согласовали вот эту формулу, что, мол, давайте мы заплатим то, что мы должны, и будем дальше платить бюджет организации. Соответственно, ее вот как раз вернули в апреле. В апреле было голосование Совета главного координационного органа Совета Европы. В Совете Европы министры голосовали за это в апреле. То есть потом уже вот это вот голосование, о котором вы говорите, это летом было, если я не ошибаюсь, но это уже такой просто финальный штрих на самом деле. Вот, поэтому, здесь нет никакой конспирологии, что, мол, вот сейчас конкретно, сейчас то, что мы проигрываем голосование, это, в принципе, просто говорит о том, что мы государство пока что слабое, которое не может влиять, нормально работать. У нас очевидно, что у нас нет достаточно международной поддержки, чтобы там нет достаточно голосов, чтобы поддерживать наши инициативы. Я же говорю, это вопрос к нашему домашнему заданию, и к тому, что надо провести анализ, почему мы такое слабое государство, которое не может влиять даже в рамках ПАСЕ. Вот. Это хроническая болезнь Украины, потому что у нас это вопрос к тому, что мы можем сделать, да, чтобы усилить наши позиции, что мы можем сделать, чтобы найти новых союзников, да, то есть, например, решить там вопросы, давайте решим вопросы хотя бы с соседями нашими, там, Польшей, Венгрией, другими государствами, чтобы с ними наладить отношения, и, например, возможно, мы получим их голоса в европейских институциях в следующем голосовании. Спасибо большое. Илья Куса, эксперт по вопросам международной политики, был с нами на прямой связи по телефону. И тем временем Европейский Союз может снять санкции с ряда топ-чиновников времен Януковича. Об этом написал в своем твиттере журналист Рікард Йозвік. Давайте его послушаем. Євросоюз, ймовірно, скоро виключить зі свого санкційного списку колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, екс-міністра енергетики Миколу Ставицького та старшого сина Віктора Януковича Олександра через недостатні докази проти них від українського слідства. Я чув, що Київ повинен робити більше. Можливо, також, що колишнього прем'єр-міністра України Арбузова, колишнього міністра з питань доходів Клименка, колишнього генерального прокурора Пшонку та його сина Артема можуть виключити з того самого списку. Санкции против экс-президента Януковича и его окружения за незаконное присвоение государственных средств Европейским Союзом были введены еще в 2014 году. Вот с этим временем и со временем вообще Европейский Союз постепенно начал снимать санкции с некоторых фигур и окружения, с представителей окружения экс-президента Януковича, ссылаясь на недостаточность доказательств со стороны украинского следствия. Получается, в этом вопросе не доработали мы, Алексей? Ми не допрацювали. Дивіться, було як мінімум 5 років для того, щоб довести справу до кінця. Тобто не було вже Януковича з моменту обрання Порошенка президентом і роботи його кума Луценка генеральним прокурором. Були всі можливості. Ці можливості втрачені. І, знаєте, під лежачий камінь вода не тече. Сейчас, ведь эта новость появилась сейчас. Ми втратили можливість, тобто зараз залишається, ми можемо скільки завгодно вимагати, пришвидшити зараз або там підняти ці справи від генпрокурора Рябошапки, але, знаєте, була ключова можливість там довести цю справу до кінця певний час. Ми її втратили. Зараз, може вийде, може не вийде, зараз там обіцяти ніхто нам не може. Слава Богу, вони ще не зняли, але ризик є. Може, це трошки пришвидшить роботу наших правоохоронних органів, я сподіваюся, і ми все-таки отримаємо результат. Угу. Давайте к еще одной не менее важной теме. Во время конференции ОБСЕ в Украине в 2019 году бывший политический заключенный Эдем Бекиров выступил с речью и задал вопрос представителям ОБСЕ. Давайте послушаем какой и послушаем, что ему ответили.
Сьогодні, вирішуючи питання Донбасу, ви зовсім забули питання Криму. На різних зустрічах я помічаю, як питання Криму відходить на другий план. В Криму ті ж самі проблеми, що і на Донбасі. Так само зникають люди, так само безпідставно саджають у в'язниці, так само триває депортація мого кримсько-татарського народу. Чому ОБСЄ не моніторить стан у Криму? Я з вами не згоден, що ми забули про Крим. Якщо ви мене уважно слухали, я дуже чітко сказав про Крим та Севастополь. Є багато країн в ОБСЄ, які мають саме такий підхід. Але, повторюю, ми про Крим не забули в ОБСЄ, про Крим в ОБСЄ говорять. Проте дипломатія та ОБСЄ – це мистецтво можливого і організація консенсусу. Но тут у меня возникает один вопрос. И что? Вот мы же с вами тоже помним про Крым, но что это меняет? Ну, дивіться, для міжнародних організацій, да, і таких як ОБСЄ, правда, ніхто не забуває про нього, про Крим. Чому? Тому що якщо там хтось десь за допомогою пропаганди російської, в яку вони ввалюють мільярди доларів, може назвати агресію на Донбасі, да, війну на Донбасі громадянською війною там, чи типу проблемами України, то анексія Криму – це, знаєте, чорним по білому і зрозумілий факт того, що частину території було просто захоплено нахабно окремою державою в 21 столітті. І тому ніхто не забуде про Крим. І я думаю, що це питання, це просто неможливо замовчувати. Да? Це не можна... Но ОБСЕ, почему бы ОБСЕ не отправить на территорию временно оккупированного Крыма мониторинговую миссию и увидеть, и посмотреть, да, что там происходит, и отметить, написать о всех этих бесчинствах, которые там творятся? Ну, це слушне питання. Да? ОБСЄ мало би там бути присутніми. Єдине, що це залежить ще від стосунків із Російською Федерацією. Да? Я думаю, що не просто так ОБСЄ там немає, тому що вірогідніше за все російські лобісти доклали максимальних зусиль і вклали велику кількість газових грошей для того, щоб ніхто не бачив, що відбувається в Криму, і не доповідав на конференциях в ОБСЕ. Да. Алексей, продолжая тему Крыма, хочу перейти к такому информационному сообщению. 3 мая 2020 года на эту дату назначили проведение мирного марша на Крым. В эфире телеканала АТР лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев сказал, что эта акция не крымских татар, а каждого патриота Украины. Давайте послушаем его. По-перше, це не тільки акція кримських татар. Цей марш стосується усієї патріотичної України. Якщо у питанні батьківщини ми думатимемо лише про особисту безпеку, то там завжди буде окупація. Тому є ризики, і на них варто звертати увагу. Але якщо ми нічого не робитимемо, то тиск в Криму буде лише посилюватись. Тому, якщо ти вважаєш себе людиною, і якщо в тебе є честь і гідність, ти повинен щось робити задля батьківщини. Алексей, поддерживаете ли вы инициативу Меджлиса? Пойдете ли на марш? Абсолютно підтримую, на марш піду. Раніше про нього не чув, але я дуже, із великою любов'ю ставлюся до кримсько-татарського народу і до Криму, який ми повернемо, бо Крим – це Україна. І, власне, ті речі, які відбуваються на території анексованого Криму, вони мають завершитися. І ми маємо всі боротися за те, щоб повернути Крим назад, щоб кримські татари знову відчували себе вільними. І, власне, це правильно сказав Мустафа про те, що ми... Якщо ти українець, якщо ти патріот свого народу, то ти не маєш забувати про тих, хто там живе. Тому що
це якщо ти забудеш сьогодні, да, то ти можеш завтра забути про своїх, хто там, умовно, не знаю, в Харківській області живе і так далі. Тому... Спасибо за вашу позицию. У нас буквально 5 минут остается до завершения нашего эфира. Просто есть еще несколько новостей, а именно рейтинги, которые я хочу успеть обговорить. Украинцы определили, какие силы являются главными двигателями реформ в стране. Смотрим результаты опроса. Згідно результатів опитування, проведеного Фондом демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою Центра Разумкова, головним рушієм реформ президента вважають 60% опитаних. Також до основних рушіїв зараховують уряд – 37%, парламентську фракцію партії «Слуга народу» – 30%, 27% населення України, громадські організації та волонтерів вважають 24%. Найбільший опір реформам, на думку громадян, чинять олігархи – 51% опитаних. Андрій Сухаріна, політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи, з нами зараз на зв'язку. Алло, здравствуйте. Алло. Да, доброго вечера. Да, доброго вечера. Алло, доброго вечера. Да. Андрей, почему такой большой уровень, такой большой уровень доверия президенту Владимиру Зеленскому, вот 60%, да и на третьем месте тут стоит парламент, но, правда, не весь парламент, а именно фракция «Слуга народа». Да, но это не совсем вопрос доверия, это мы говорим больше о двигателях реформ. И получается, что президент, он уособляет в своем лице как двигатель этого прогресса, и каждому человеку нужно верить в какой-то двигатель, который может как-то реализовать его надежды. Ну вот чем обосновывают люди, респонденты, которые отдавали свой голос, вот такое решение? Они ссылаются на действия президента Владимира Зеленского, на его высказывания, либо вот просто верят президенту и считают его человеком, который продвигает все эти реформи? Скоріше тут питання не в тому, що погано чутно було. Зараз скоріше тут питання в тому, що все-таки президент він отримав владу зовсім недавно. І зараз він зосереджений на тому, що на тій підтримці, яка в нього була ще під час виборів. І, власне, під час виборів він її консолідував і вже на основі неї може працювати далі. Зараз йому працювати. Оскільки, чому це персона президента в першу чергу? Тому що це питання скоріше про персоніфікацію конкретній людині, довіряти легше, довіряти краще, ніж певним інституціям великим і крупним, скажімо, як парламенту. Спасибо большое. Спасибо большое. Андрей Сухарина, політичний аналітик Фонду демократичные инициативы, был с нами на прямой связи. Алексей, вот такие вот результаты, которые мы с вами сейчас посмотрели. Президенту 60% людей считают, что президент является продвигателем реформ. Да? На третьем месте это парламент, а именно ваша фракция «Слуга народа». Вот чувствуете ли вы на себе эту ответственность? Абсолютно відчуваємо. А і крім того, хотів сказати, що ми відчуваємо те, що ми пов'язані, ми в одній команді із президентом, да, і нормально, що українці вірять в такого, знаєте, батька, який може допомогти, може вирішити всі твої проблеми, да, бо це, ну, якби в менталітеті закладено, і іноді цей батько не виправдовував очікувань українців. Сьогоднішній президент абсолютно виправдовує очікування, і він іде назустріч тому, в що вірять українці. Но вы отдаете себе отчет, что в какой-то степени у вас нет права на ошибки, ведь люди на вас рассчитывают? Абсолютно. Немає права на помилку. Ми такої можливості, да, як є у нас у монобільшості,
навряд чи ще у когось буде для того, щоб змінити Україну. І ми маємо працювати, і ми працюємо, да, насправді. Спасибо. Результативність висока, і ми не будемо зупинятися. Дуже дякуємо. Олексій Мовчан, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа», был с нами в этом блоке. Я вынуждена завершать наш эфир буквально через 5 минут. Смотрите Prime, не переключайтесь. Коршкевич.